вы похоронили папу, вы вернулись домой с похорон. Я не думаю, что у меня получается это. Большинство из этих людей – это люди либо зрелого возраста, либо старше. Сегодня мы встречаемся с человеком, в руках которого сейчас оказалось издание, которое ждали каждую неделю в Татарстане, в Москве, в других регионах, везде, где темы насущные сегодняшнего дня поднимаются каждый день, обсуждаются каждый день. Это издание называется «Звезда Поволжья», а сегодня у нас редактор, главный редактор этой газеты Руслан Ахметов, сын знаменитого, легендарного журналиста и общественного деятеля Рашида Ахметова. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте. Очень рада вас видеть, очень рада видеть в вас коллегу, потому что вы пишущий человек, и вот сейчас у вас в руках такое большое издание, большое по значимости прежде всего. Я не знаю, какой тираж, вот, может быть, вы нам расскажете. И мне очень хотелось бы узнать и о вас, и о ваших планах, и многое другое. Вот как получится беседа, надеюсь, что она будет открытой, искренней. Но вы всегда можете сказать, что вы не хотите, допустим, отвечать на какой-то вопрос. Это абсолютно понятно и нормально. Руслан, вот скажите мне, пожалуйста, после смерти папы прошла буквально неделя, да? И вы приступили к своим обязанностям. Так получается, да? И я права, что не было потеряно ни одного выпуска газеты? Один все-таки потерялся. Это было в неделю 8 октября. Как раз 8 октября папу положили в реанимацию второй раз. И он уже был в состоянии оглушения. Выпуск должен был выходить 8 октября, но поскольку делали мы его обычно понедельник, вторник, среду, а в это время как раз папа лежал в больнице, еще пока в обычной палате. Я решил его не беспокоить, не говорить, что надо готовить. Подумал, пусть лучше действительно займется своим здоровьем. И этот четверговый номер 8 октября не был в итоге из-за форс-мажора выпущен. Следующий был выпущен уже после 13 октября. Это был номер, по-моему, 16 октября. То есть через... Нет, простите, это был номер от 15 октября. 14 октября были похороны, и как раз я приехал днем после кладбища и сверстал номер, который уже 15 октября вышел. То есть я правильно сейчас понимаю, сейчас мурашки по коже пошли, потому что вы похоронили папу, вы вернулись домой с похорон, и вы сверстали номер. Да. Я пожму вам руку. Вы молодец, Руслан. Для вас это было, как вы чувствовали, что это ваш долг, или вы воспринимали это как ваше спасение в тот момент? Ну, вот эмоционально. Скорее, это была миссия, да, это был долг, нравственный прежде всего. И тут были два момента. Первый то, что при жизни папа хотел, чтобы издание перешло ко мне. И я всегда говорил ему, ну я же не потяну, мне не надо. Зачем? У меня же нет таланта такого. И как будто во вторник я это чувствовал, собственно. Во вторник, это уже было поздно ночью, когда только начинался вторник, как будто я чувствовал, что надо пускать газету, и уже на следующий день мне позвонили из реанимации, сказали, ваш отец скончался. Тут я понял, что надо делать дальше. То есть вы просто приняли решение выбора и все, нет, и пошли, да. Вы не ставили перед собой никакого выбора. Да. Ясно. Вы всегда были рядом с папой в выпуске журнала, я имею в виду? То есть вы вообще давно именно вместе в связке делали журнал? То есть как у вас распределялись обязанности при жизни папы? Мы начали, в принципе, тесно работать с 2015 года. Но верстать я начал не сразу. Там прошло полгода, год, я уж точно сейчас не вспомню. И
Сначала я просто ходил как корреспондент, потом уже нужен был верстальщик, и я начал верстать. Потом у нас из редакции ушла сотрудница, которая занималась набором, первичной корректурой, потому что у нее были уже улучшившиеся семейные условия. Ей было не до редакции, у нее не было мотивации работать. Это нормально, это хорошо даже. И с этого момента мы уже с папой начали осуществлять корректуру вдвоем. То есть я первично, он вторично. То есть мы работали чисто вдвоем с Минским. То есть, получается, практически всю основную работу по выпуску газеты вы делали вдвоем? Да. То есть опыт у вас все-таки уже был к моменту ухода папы, да? То есть вы, в принципе, каждый момент выпуска газеты вы знали, каждый участок? Нет. Нет? Не каждый. Не каждый. Далеко. Вы осознали, что вы не справляетесь, ну, то есть, так скажем, не справляетесь, да? Вот, а как, когда вы поняли, что караул, в чем-то вы сейчас не разбираетесь? И в чем? На второй выпуск, уже после смерти папы, я понял, что караул. Это касалось передовиц, потому что я передовиц никогда сам не писал, и поэтому нужно было как-то использовать опыт корреспондентский. Я был больше корреспондентом по культуре и искусству, поэтому вот этот опыт как-то нужно было перекладывать, во-первых. Потому что первая передовица, которая была некрологом, она получилась как-то спокойно, сама собой, и были основания для этого. А вот вторая после смерти, да, далась с трудом. Это, во-первых, ну и во-вторых, начались организационные вопросы, как сотрудничать с типографией, как сотрудничать с теми, кто распространяет газету, осуществляет подписку. И вот это да. То есть оргмоменты вот эти, да, технические оргмоменты, то есть вы знали, как сверстать, вы знали, в общем-то, в принципе, могли написать и, в общем-то, понять, как она будет выглядеть, но все, что касалось дальше, да, для вас оказалось полем вот неизвестным, и вы, можно сказать, в экспресс-формате в таком, да, все это познавали. Сейчас увереннее себя чувствуете? Сколько сейчас прошло времени с тех пор, как вы начали делать все сами? Месяца 3, да? 2? У меня так время сейчас идет, что я не понимаю, сколько времени прошло. 2 месяца. С октября по ноябрь, ноябрь-декабрь, да? 2 месяца. То есть за 2 месяца вы постигаете науку, как это называется, полный, как это называется, полный продакшн, да, получается, полное производство газеты, да, то есть все производство, да. Вы учились в Казанском университете. Какой факультет? Философский. Философский факультет. Да. Где вы учились писать? Я знаю, что вы пишете сам, да? И писали при папе сам тоже, да? Да, и сейчас, то есть, в общем, папа учил, папа как-то советовал, или он принимал вот ваше творческое начало таким, какое оно есть? Он очень редко советовал, очень редко, и только на первых порах. Он говорил, какие слова лучше не использовать, какие слова лучше заменить. Потому что я писал так, как я разговаривал тогда. Так. Вот. И, естественно, у меня были разговорные слова, и папа говорил, вот это слово лучше не использовать. Один раз он обмолвился, что надо бы тебя научить писать передовицы, и дальше уже, чтобы ты занимался газетой сам. Это было года 1,5-2 назад. А потом уже папа полностью оставил все на мне и не вмешивался. То есть, в принципе, он ваши тексты просто принимал уже, и, в принципе, все в порядке было. Ну, вы же прислушались к его советам, соответственно, конечно. Вашу лексику писательскую поменяли. Философский факультет хорошую почву дал для писательского творчества, вот для журналистского творчества? Очень хорошую, очень. Да, в чем помогает? Это альма-матер, то есть это такое образование, которое учит тебя искать информацию, фильтровать информацию, в ней быстро ориентироваться и уметь как-то свои идеи сжимать. Потому что часто говорят, что
журналистика – это искусство упрощать, искусство сокращать. Так, а философия, мне кажется, это как раз искусство расширить, точнее, наука о том, как все расширить, да, в том числе сознание. Так, и как это получалось на первых порах, как справляетесь сейчас? То есть вы сейчас способны емко и сразу выразить свою мысль на бумаге? Сейчас мне это легче. Я не думаю, что у меня получается. Это, конечно, читатель лучше оценит. Я бы не думал, что я хорошо пишу. Но, конечно, сейчас, да, легче с этим в плане именно сжать текст. И первые статьи, которые я писал, я делал одни и те же ошибки, что и все начинающие журналисты. Я писал сложно, писал объемно, писал там с использованием терминов, оборотов, нагромождений. Но позже я понял то, что нет, это не то. Так не читают, да, так не читают. Конечно. Ясно. А у вас сейчас какая-то постоянная команда авторов статей или всегда кто-то новичок появляется? То есть вообще вы как свою линию, как вы это видите? Постоянные корреспонденты, постоянно пишущие люди, то есть вот там 5 человек, которые будут делать все статьи, да, вы четко знаете, как они пишут, что они пишут и какие темы вы можете доверить. Или вы сейчас в состоянии вот открытости каким-то новым талантам, новым именам, новым темам? Есть и та стратегия. Так. Конечно, да, конечно, открытость, она присутствует, и каждый 3 номера газеты новый автор там появлялся. Но так получалось, что какие-то авторы сами отказывались, в последний момент такое было. Каких-то авторов мне приходилось править или приходилось оставлять на потом из-за юридических моментов. То есть как-то есть поиск новых авторов, он постоянный. Но при этом, да, есть определенный костяк, то есть, наверное, это авторов с десяток наберется, которые постоянно пишут и которых хочется постоянно видеть в газете. И вы им доверяете, они уже и при папе себя показали, да, как, в принципе, достойные, да, и вы с ними сейчас продолжаете сотрудничество, да? Скажите, а какой тираж газеты сейчас? Сейчас 1600, был 3000 до пандемии, вот из-за пандемии он сократился. Ну, практически в 2 раза, да? Да. Да. Сначала он сократился даже в 2 раза. Так. Но папа понял, что легче дать 1600, это выгоднее, чем 1500 из-за расценок. Вот так. И в какие регионы уходит газета? Уходит в Башкирию. Там она, насколько я слышал, пока я этой темой не занимался, но, как мне объясняли, там она, в принципе, под запретом. Ого. Да, то есть ее нельзя распространять официально через киоски, но мне звонят и просят, говорят, мы хотим отвезти в Башкирию, дайте нам тираж какой-нибудь, там, за сколько можно купить, где забрать. Также отправляем в соседние, по-моему, в Мариэл куда-то отправляется она, но это вот максимум. Есть электронная рассылка, которую мы распространяем в Москву, в Соединенные Штаты, в Германию, в Израиль уходит. И она еще уходит по тем городам, где есть, то есть подписчики активные, готовы сотрудничать, платить за это. То есть это, как правило, города Республики Татарстан и прилегающие. Вот такой у нас пример. То есть ближайшие регионы, зарубежный определенный список регионов, да? Есть. И, собственно, вот Башкирия, где удивительно, значит, запрещенная газета, но ее хотят, это достойно уважения и к республике, естественно, к газете, да, что ее хотят видеть, несмотря ни на что. Отлично. А какой у вас сейчас распорядок дня? Он наверняка сильно изменился, да, с тех пор, как вы взяли бразды правления газетой. Да, он изменился. От чего пришлось отказаться? Пришлось. Сейчас, Пауза? секунду, да, Хорошо. пауза, да, ладно. Сиди. Хорошо. Все, окей. Так. Вопрос, мы можем вопрос, а потом склеить, да? Вот, теперь отвечайте. Все, я как бы его задала. Поменялся, конечно,
приходится от многого отказываться. Например, от второй работы. Так. Она была? Да, была. Мгм. И сейчас я полностью занимаюсь только газетой. И пришло понимание, что нужно уже искать какие-то подработки. Но пока что все-таки все внимание было сконцентрировано эти 2 месяца на газете. Конечно, да. Второй работы не Мгм. было. А вы сейчас чувствуете, что, в принципе, в данный момент вы уже как-то так освоили, да, процесс, и уже можно немножко направить внимание еще куда-то, да? Есть такое уже. Ну, это Есть, отлично. То есть есть. за 2 месяца руководство печатным изданием прийти к такому вот уже моменту, это очень здорово, это очень прям похвально, достойно уважения. Спасибо. Да. Скажите, а кроме работы, что еще присутствует в вашей жизни? Хобби, Какие? Если не секрет, конечно. музыка. Вы пишете музыку, слушаете музыку или как? Больше играю уже сейчас. Вот я не успела сказать, да, играете? Да. Что, а на чем вы играете? На гитаре, На гитаре. да. И поете? Бывает, да. Бывает. Ну, я плохо пою. Это такая отдушина, да? У вас образование музыкальное есть? Ну, музыкальная школа. Музыкальная школа, но это начальное музыкальное образование, Да. так что это, в принципе, хорошая школа. Некоторые после этого спокойно профессионально работают, ну, профессионально мы так скажем в Да. кавычках, да, но тем не менее спокойно пользуются этим. Все равно возвращаюсь я, конечно, к теме газеты, никуда не денешься. Какой, вот у вас есть сейчас понимание, какой вы видите газету? Она была острая, мощная, Да. такая, знаете, неоднозначная. Она была на слуху именно потому, что каждый выпуск ждали такую бомбочку, да, вот на какую-то тему, ждали какую-то бомбочку и знали, что она будет. Потому что вот Рашид Ахметов, он не обманывал, да, он давал читателям то, чего они просили, чего они хотели. Вот, и то есть это всегда был повод поговорить. Рашид Ахметов написал расследования какие-то журналистские, какие-то темы острые, политические, социальные, да. Как вы видите, вот только так, или вы видите еще какую-то тематику, или какой-то вот, может быть, набор тем, которые вы считаете будут выражать вашу индивидуальность как редактора? Сложный, конечно, вопрос, потому что, с одной стороны, еще в самом первом выпуске мы писали в новостях, что пока идем по курсу Угу, Рашида Ахметова, и пока что мы стараемся его вести. угу, Конечно, да, хотелось бы и чтобы острота была, и хотелось бы мне лично, чтобы было больше политики. Мне кажется, сейчас политики стало меньше в газете. Папа говорил о спорте и говорил о том, что вот спорта у нас не хватает в издании, что не просто рубрика о каких-то событиях, а может быть осмысление, может быть это какая-то философия спорта. угу. Он хотел это добавить, и пока что я в поиске, то есть авторов в поиске вообще этого направления. И, конечно, у папы была идея насчет экономических статей, потому что в последнее время экономика была практически не представлена Мгм. на страницах газеты. Было все-таки больше отдано культуре, общественно-политической жизни, философия немного была. В основном это был национальный вопрос и какие-то произведения художественной литературы, которые авторы присылают любезно. То есть это было вот таким синтезом. Да, хотелось бы попробовать добавить экономику. Экономику, спорт, да? Спорт. И вы все-таки считаете, что и политики сейчас не хватает, да? Да, потому что все-таки основную политическую нагрузку унес папа передовицами, Угу. и все-таки он подбирал вторую полосу так, чтобы там были острые политические моменты, их освещение, их рефлексия. А сейчас мы как-то больше, мне кажется, ушли в культурную плоскость, поэтому политика, конечно, это то, что необходимо
Вы хотите взяться за это самому, Нет. или все-таки вам нужны сейчас эксперты, да, такие, которым можно было бы доверить эту тему, да? Ну, понятно, что один человек не может закрыть все темы, ну, просто это нереально, да? Какую тему считаете своей сейчас в газете? Какую, так сказать, ну, допустим, если возьмем направление, да, то есть какое направление будет вот ваше? Театр, музыка. Музыка, то есть культурная, да, составляющая культурная, газеты, да, то есть вам нужны сейчас специалисты, которые могли бы интересно освещать политические моменты, да, экономику, да, а по спорту вы, наверное, пока еще так, может быть, мне кажется, что когда я спор, да, это не просто там кто-то с кем-то на какой-то счет, да, это все-таки правда нужно понимать, какая концепция взгляда, да, Конечно, вот какой взгляд вот конечно. вы будете транслировать на спорт. Да. Вот, то есть тут интересно. Ну, получается, что на самом деле тематически получится очень разнообразное издание, очень интересное. То есть, может быть, оно действительно расширится. Вот. Ну, вот я так понимаю, что понятно 2 месяца. Вы сейчас не можете мне ответить на вопрос, какая у вас стратегия, да, какая будет газета. Все равно это поиск. Да. Пока состояние Пока поиска, поиск, правильно? Да, верно. Понятно. Сколько вам лет? 29. 29 лет. Угу. Вы в свой адрес уже слышали критику по поводу того, как вы ведете газету? Да, конечно. То есть в лицо? Были не то чтобы в лицо, были написаны письма, то есть как лично приносили люди, так и опускали в почтовый ящик. Были смс-сообщения, то есть, ну так, чтобы в лицо подходили, говорили. Даже не вспомню, что такое было. Ну, тоже смелость надо иметь, вот так было. подойти человеку и сказать, который с нуля взял. Так, для вас это, как вам это объяснить, точнее, как задать вопрос? Мотивировали? Да, то есть для вас это мотивация, это для вас такой пинок к цели, или это отбирает ваши ресурсы, вот критика в ваш адрес сейчас? Ну, если это критика по каким-то важным моментам, которые я могу лично принять, то да, я к этому лучше прислушаюсь. Потому что мне все-таки кажется, что нужно иметь определенный отклик, обратную связь, Да. то есть это обязательно. Но если это критика по каким-то совершенно несущественным вещам, и это просто Эмоции личная какие-то, неприязнь, да. да, то мне легче как-то это пропустить, а если вдруг действительно будет какой-то вопрос по этой теме, спросить его у тех, кого я считаю аксакалами, то есть мудрыми людьми, кто в любой момент может мне дать правильный совет, как я считаю. Поэтому вот критика, она может быть конструктивной, когда она создает тебя, может быть просто направленной на то, чтобы сделать тебе неприятно, больно. Но тут понятно то, что это невозможно принимать всерьез, скорее. Вы умеете с этим справляться? Для этого потребовалось какое-то время, оно не сразу пришло. Не сразу пришло. Ясно, ясно. Конечно, вы правы. Критика бывает разная. Есть у вас люди, которым вы можете, ну, практически в любое время позвонить и обратиться за помощью, ну, вот касательно сейчас вашего руководства газетой, да? То есть кто-то, кто вам может сказать: слушай, я вот так тебе советую, лучше сделать так. Да, есть конечно, такие люди, конечно. да? Но это прекрасная поддержка, что вы успели выстроить отношения, да, с такими людьми, кто вас воспринимает, ну, по-отечески, по-дружески, да, по-партнерски и может вам честно и аккуратно дать совет. Такое есть, да? Да, но это скорее папина заслуга. Опять-таки, это он выстроил такие отношения, чтобы люди меня узнали, чтобы теперь у нас была какая-то связь, то есть она еще начиналась при жизни папы, хотя не со всеми. То есть есть несколько людей, с которыми как раз-таки связь началась именно после смерти. И да, я для себя выделила определенную, я ее назвал редколлегию. Так, редколлегия. То есть действительно это люди, которым можно в любой момент позвонить, обратиться, спросить совета. Я их очень уважаю, очень благодарен. И в принципе, я думаю, было бы здорово, если бы именно эти люди формировали позицию и политику газеты.
Я думаю, это было бы замечательно, чтобы это было коллегиально. Коллегиально. Вы планируете как-то обратиться с таким предложением к этим людям, как-то их объединить? Ну, я так понимаю, что это же не какой-то объединенный орган, да, это просто люди, какие-то личности. То есть вы даже, может быть, предполагаете сейчас, как это, как какой-то, ну, действительно, редколлегия, редсовет, который может даже объединяться периодически и вырабатывать какую-то линию в помощь вам, а вы уже занимаетесь контентом. Но пока все-таки мы объединяемся в формате онлайн, потому что большинство из этих людей это люди либо зрелого возраста, либо старше. Либо старше. Ну, Да. понятно, что их никуда сейчас лучше не приглашать, не вызывать, Просто и боюсь. просто не рисковать их здоровьем, действительно. Но, тем не менее, идея, да? Да, Вы да, такое рассматриваете. Ну, мне кажется, что в данном случае действительно что-то такое подобное необходимо. Ну, газета, она достойна вот такого вот будущего широкого и большого, да, и в таком деле, мне кажется, надо иметь, наверное, какой-то очень колоссальный просто опыт, чтобы быть одному в поле воином, да, в данном случае. И несмотря на все вот удивительные ваши способности и талант, и то, что вы вообще, ну, смелость такую проявили. Скажите, ваш род Ахметовых, это казанский род или это как-то вот сборная семья из разных регионов? Расскажите, папа откуда, мама откуда? Вы в Казани родились? Да. Вы в Казани. Так, папа. Он родился в городе Арзамас-16, сейчас это Саров. Папа его сам называл город Кремлев, и это был закрытый маленький городок, в котором производили атомную бомбу, то есть Сахаров, академик. И его отец, то есть мой дедушка, служил там в охранном подразделении. Он был офицером КГБ после войны. И они жили, собственно, вот в таких хороших условиях. Ну да, закрытые города, они обычно были под таким хорошим пристальным вниманием и обеспечением. Там был коммунизм. Там был коммунизм, да. У нас тоже, вот я из Ижевска, у нас был такой город Глазов, где действительно тоже все было очень хорошо, потому что это был военный такой промышленный город, и там туда все ездили, чтобы посмотреть, вот как можно жить. И Ижевск когда-то был тоже закрытым, но это время быстро как-то прошло мимо меня. Вот. А мама откуда? Она из Башкирии, из Октябрьского. То есть родня, она какая-то часть в Казани, а какая-то часть разбросана в Башкирии, в Москве, в Соединенных Штатах есть. И недавно, как раз-таки после смерти папы, оказывается, было наследственное древо, которое изготовил наш родственник по папиной линии, который сейчас живет в Германии. И там я нашел кучу родственников, которые живут в Казани. Ого, которых вы не знали, да? Да, то есть я вообще прекрасно не представлял, что есть, оказывается, столько уровней родства. Конечно, есть желание со всеми познакомиться. Ну, те, которые в Казани, конечно, сам Бог велел, что называется, расширить круг родственных связей. Отлично, ну, это правда хорошая новость. Я знаю, что такое древо, да, семейное. Мой папа делал семейное древо, но не так глубоко, чтобы, да. Тоже очень такая, знаете, теплая для меня история в плане познавания себя, своего рода, поэтому это правда здорово, что есть такой вот